Мы оказались в тупике, попав в Таджикистан, хотя надеялись, что это будет спасением. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наше правительство обманывает не только таджиков. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В центре последней картины Омара Хамоша изображена пожилая женщина в слезах, обнимающая мужчину. На полотне присутствует еще один мужчина. Он, стоя за спиной к зрителю, наблюдает за ними. В руках у него автомат Калашникова, а сам он помещен в рамку ярко-красного цвета, символ крови. По словам Хамоша, женщина скорбит о мире, который она оставляет своим детям. Претерпеваемые Афганистаном страдания стали постоянной темой в творчестве Хамоша. Я не могу выразить свои чувства, то, что я хочу донести до людей. При помощи поступков или слов я вынужден делать это через искусство, говорит он. Я хочу показать боль моей страны афганцев, свою боль через искусство. В этих страданиях он винит фанатиков, которые сейчас правят Афганистаном, тех, от кого он бежал. 32-летний Хамош живет с семьей в Агдате. Город расположен в получасе езды от столицы Таджикистана с начала 2021 года. Талибы, придерживающиеся собственной крайне консервативной интерпретации ислама, угрожали ему из-за его скульптур, которые якобы оскорбляют их веру. Однажды в его дом в Кабуле ворвались вооруженные люди. Его там не оказалось, они застрелили его отца. После убийства отца Хамош 2 братьями, 2 сестрами и матерью бежал на север в Таджикистан. Мы думали, что нам будет легко, поскольку мы говорим с таджиками на одном языке, но быть беженцем очень сложно, даже если ты владеешь языком. После захвата власти талибами Душанбе сначала заявил, что примет до 100 тысяч афганских беженцев, но в Таджикистане не хватает рабочих мест даже для своего населения. Примерно половина мужчин трудоспособного возраста уезжают на заработки за границу. Пандемия, COVID-19 и развязанная Россией война в Украине стали очередным испытанием для страны. И без того слабая экономика претерпевает очередной спад, который привел к еще большему подъему цен на основные товары. Это может объяснить, почему властям не удалось выполнить своего обещания. Но даже при этом Таджикистан остается единственной страной в Центральной Азии, принимающей афганцев. Правила достаточно строгие. Беженцам не разрешается проживать в крупных городах, таких как Душанбе и Худжанд. Но они имеют право получить медицинскую помощь, работать и отправлять своих детей в школу. Приобрести эти права нелегко. Чтобы получить статус беженца, афганцы должны сначала испытать на себе все прелести таджикской бюрократии. Несколько человек, говоривших на условиях анонимности, сообщили, что ответственные за выдачу документов сотрудники МВД требовали у них крупные взятки. Цена варьировалась от 1000 до 3000 долларов. Откуда такие деньги у афганцев? УВКБ ООН признает, что слышала о подобных вымогательствах, признавая, что многие соискатели убежища и беженцы во всем мире боятся сообщать о случаях коррупции из-за возможных последствий для их статуса. Гуманитарная организация сообщила, что настоятельно призывает беженцев сообщать о фактах коррупции по горячей линии правительства Таджикистана. Афганцы, с которыми встречался корреспондент, не решались обращаться к властям. Таджикистан регулярно попадает в списки самых коррумпированных стран мира. Так, в прошлом году он занял 150 место из 180 возможных. А как вы относитесь к тому, что Таджикистан взял на себя обязательства, которые заведомо не мог выполнить, и тем самым усложняя жизнь еще и таджикам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Найти в Багдате афганца, который хотел бы остаться здесь, сложно, чтобы не сказать невозможно. Но чтобы их приняла какая-нибудь третья страна на Западе, беженцу нужен спонсор. Один афганец, проживавший в Багдате несколько лет, задается вопросом: нашелся бы для него спонсор, останься он в стране до прихода к власти талибов. К тому времени он уже жил в Таджикистане, ему кажется, что он упустил свой шанс. Как беженец ты начинаешь все с нуля. В Афганистане я был хорошо известен. Здесь мне приходится начинать все сначала, говорит мужчина, который попросил не называть его имени, опасаясь, что любая жалоба может навредить его статусу в Таджикистане. Некоторое время Хамош держал галерею в Багдате. Он перепродавал афганским беженцам искусство, рисунок, живопись, музыку. Через искусство мы можем научить будущее поколение тому, что война – это плохо, что они должны получать образование и не брать в руки оружие. Есть фундаментальные понятия, которые, боюсь, будут чужды новому поколению при новой власти Талибана, что образование – это путь к развитию страны и что нет разницы между мужчиной и женщиной. Хамош был вынужден закрыть галерею из-за отсутствия средств. Когда он входит в почти пустое здание, к нему подбегают 2 молодые девушки. Это его бывшие ученицы, которые спрашивают, когда вновь откроется
откроются галереи, возобновятся занятия. Они показывают ему свои недавние рисунки на телефоне. «Молодцы, продолжайте, работайте дальше», — говорит он, не зная, что им ответить. В соседнем здании афганка по имени Рабия Пайман открыла ателье по пошиву одежды. «Я была вынуждена открыть свое дело, чтобы обеспечить хоть какой-то доход, потому что здесь нет работы», — говорит она. Несколько владеющих прилавками на рынке афганцев продают товары со своей родины. Например, шафран из Герата. Одна из покупательниц – 23-летняя Сабаи, которая живет в Агдате уже 3 года. Хамош осознает, что, возможно, он здесь надолго. «В Афганистане я жил той жизнью, о которой я мечтал. Я построил ее сам и был счастлив, но внезапно все рухнуло», — говорит он. Афганцы сейчас находятся в подвешенном состоянии. Просто надеются и мечтают, но будущее трудно предугадать. По этой причине я не знаю, на что надеяться. А как вы относитесь к ситуации у нас в стране и как наша страна берет на себя обязанности и не справляется с ними? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Зачем они это делают? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.